принадлежал небезызвестному в Казани Исмаилу доктору Усманову. Это один из первых дипломированных врачей среди татар. Его дочь в свое время Зульфа ханом передала этот Коран в Национальной библиотеке. Это миниатюрный Коран 17 века. Рукописный вариант создан в Османской империи. А этот самый маленький в коллекции библиотеки. Он меньше даже спичечного коробка, хранится в специальной кораннице. Вот самый старинный переплет священной книги. 1690 год. На выставке издания России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии. У каждого Корана своя история. Начало конца у него не сохранилось, но это уже утраты были у хозяев. При перелистывании этой священной книги даже слышен особый хруст. Хруст древности. Рукописный Коран 17 века археографам передала семья из села Амирханово во время экспедиции в Оренбургскую область. Во время русско-турецкой войны один из солдат, татар, житель этого села Амирханово в то время, он привез себе жену из Турции, турчанку. И вот когда он ее увозил, видел, как приданое, она взяла с собой этот Коран. Это одно из первых печатных изданий Корана в мусульманском мире. Священная книга опубликована в 1804 году в Казани. Экземпляр читался непрерывно на протяжении 1,5 столетий. Один из последних владельцев Корана оставил записи, что «Хатм Коран кылдым», то есть я закончил чтение Корана, и он каждый год читал, и он отмечал в 1950 году, в 1951 году, когда он это сделал. Вот такая запись есть. Здесь не только уникальные рукописные и печатные образцы самой священной книги, но и ее тафсиры, разнообразные толкования Корана. На выставке старина сочетается с современностью. Книги дополняют картины молодых художников. Они как раз вдохновлялись Кораном, смыслами, тем, как они сделаны, как каллиграфы раньше писали. Источник один – это книга книг Коран. В рамках открытия выставки прошла дискуссия «Современные тенденции в издании Корана». Специалисты говорят, священную книгу в оригинале прочитает не каждый, поэтому нужны облегченные переводы Корана с комментариями и трактовками. Перевод Корана, перевод смысла Корана для мусульман, чтобы, читая Коран, мусульмане искренне от души, когда они читают, чтобы они не впали в заблуждение, чтобы они понимали правильно смысл Корана. Выставку приурочили к 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Увидеть уникальные образцы священной книги в нацбиблиотеке можно все лето. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.